Для нас эта война, во-первых, создает новые опасности или углубляет эти опасности, потому что ослабление Ирана может спровоцировать Азербайджан с Турцией, тем более вот идет военные учения в Нахичеване турецко-азербайджанские. Так что, может быть, у них будет как бы желание попробовать использовать эту ситуацию. Но это будет означать игра с огнем. Хотя Алиев вот в последнее время мы видим, что он реально, его амбиции такие большие, что он считает даже возможным иметь какие-то претензии против Ирана. Там есть туркоговорящее меньшинство, которые по разным расчетам, хотя они называются азербайджанцами, Азербайджан это не этническом смысле, это те люди, которые живут вот именно в Азербайджане. Ведь Азербайджан это территория, которая была южнее Аракса. А то, что сейчас называется Азербайджанская республика, это был Ширван, Аран и Ширван и в таком духе. Ведь когда Алиев тоже говорит об уничтожении Армении, это тоже нужно всерьез принять, а не говорить, что это просто риторика. На таком уровне это не риторика, это просто угроза. Касательно Азербайджана, то, что мы видим последние несколько дней, вот уже скоро будет неделя как. Да. С территории Азербайджана Израиль проводил либо какие-либо действия, не знаю, разведывательного характера, были ли какие-то, не знаю, нападения? Ведь были данные, то, что в первый же день, когда уничтожалось ПВО Ирана, были вот та же пресловутая система, как, то есть та же схема, которая была с аэродромами на территории Российской Федерации, как Украина ударила. То есть я имею в виду, проникали автомобили, автомобильная техника, и из нее вылетали дроны, ведь в конце концов непосредственно с Ираном граничит в том числе и Азербайджан, и эти фуры могли, либо автомобили, не знаю какого там рода, проникнуть на территорию Ирана через Азербайджан. Есть ли какие-либо сведения которые, в открытых источниках? Ну, в открытых источниках было несколько статей, коротких сообщений об этом. Было на Ютубе, вот местные жители говорили об этом. И нужно учитывать, что был прецедент. Если помните, когда вот года 2 тому назад убили физиков, ядерщиков, то тогда было доказано, что они проникли через Азербайджан. И сейчас очень много тоже информации о том, что азербайджанские паспорта были использованы для проникновения на территорию глубь. Мы точно знаем, что еще несколько лет тому назад аэропорт насосный, это север Баку, это использовалось израильтянами. Сейчас вот после 2020 года Азербайджан построил 3 новых аэропорта на территории, скажем, Карабаха и вокруг него. С экономической точки зрения эти аэропорты не нужны никому. Там еще столько людей не живет, чтобы они использовали. Но сейчас есть данные, что эти аэропорта используются именно для взлета и посадки разведывательных и самолетов, и специальных дронов. Так что и один буквально вот на границе. Я более чем уверен, что используют азербайджанская территория, используется Израилем. Страна реально находится в экономическом очень трудном положении, и весь регион, это полыхает война. Любой момент может перекинуться пламя войны на Армению. Вот я сказал, вот идет в турецко-азербайджанский военный учение. А одной командой это учение может перерасти там на... Как это было в 2020 году? Да. Учение, это, скажем, война без 5 минут. Тогда был война была под шумок выборов в США, сейчас под шумок войны и конфликта между Ираном и Израилем. А я повторяюсь, он даже не собрал Совет Безопасности, никому не позвонил.
и Макрону, даже Путину нужно звонить, даже Путину, всем нужно звонить. Всем нужно, потому что первая обязанность, ну, не глава государства, хотя бы Главы правительства. Это обеспечить безопасность страны. Безопасность страны. Его больше волнует своя личная безопасность и Он личные только о разборки с себе церковью. думает, он только о себе думает.